Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Семейный портрет». И сегодня мы в гостях у многодетной семьи солистов Тувинской государственной филармонии имени Халилова. Прошу прощения, буду зачитывать. У Текше Цеценделгера и Кулар Елены Александровны. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, познакомьте наших телезрителей с вашей семьей. Вот моя семья, супруга Кулар Елена Александровна. У нас 3 детей. Да, вот старшая дочка Арюна, вот средний Темуджин, младший Энерил зовут, да, доча? Энерил. Нам 5 месяцев. Очень большая, красивая семья. Как выбирали имена своим детям? Кто расскажет? Имена, вот наш папа Да, я. расскажет, наверное. Ну, старшая дочь у нас родилась в Улан-Удэ. В Бурятии. Да, Бурятия. Тут хотелось бы немножко поправочку сделать для зрителей, что глава семьи у нас по национальности кто? Я сам монгол. 14 лет назад приехал первый раз в Туве. Учился в Киргизский колледж искусства. Вот моя супруга, однокурсница. Тувинка, Да. Тувинка, вот. Так, теперь вернемся к именам. Родилась в Бурятии. Да. Вот наша вот старшая дочка, она родилась в Бурятии. Мы тогда учились. Были студенты. Да, мы были студентами. Вот. Бабушка наша, да, вот мама Синтавера, она нам помогала. Если честно сказать, она вырастила. Нашу дочку вырастила. Монголия. Бабушкина, Да, да. Монголия выросла. Поэтому она очень хорошо знает монгольский язык. Вот. Но тем не менее, наверное, и тувинский. Да, тувинский тоже русский знает, тоже. и русский Вот 3 тоже. языка. Да. Здорово. Иногда она меня даже учит на монгольском. Вот. Вот так вот. Ну, вне камеры, вот когда мы с вами общались, да, что супруга ваша говорит на монгольском, что вы говорите на тувинском. Как вообще у вас Вообще 3 языка. На каком языке вы познакомились, скажем так? Вообще, через словарь мы познакомились. Да. Я тогда не знал. Учитывая то, что это когда было? Словарь был вот такой, наверное. Да, вот, Да. обычный. Это было уже 14 лет назад. Мы как только первый курс, там я только приехал из Монголии, а потом только через словарь вот Да. мы начали Русско-монгольский общаться. словарь был, да, вот. У него был. Через Сначала, словарь общались. Словарь это на монгольском и на тувинском. Такой словарь был. И на Ну, потом он русском. через 3 месяца, через 2 месяца он начал говорить по-русски, да. Ну, если с Еленой понятно, да, она вроде бы как у себя дома, поступила в наш Колледж искусств. колледж да. искусства, у вас как выбор пал на Туву? Это очень интересно. Да. Тогда я был, у меня было 15 лет. Потом из Калмыка к нам приехал из Калмыка режиссер Манчеев. Потом 15 детей он выбрал, что Из мы них? учились там в Калмыке, киноактер отделение. Потом нас сюда просто отправили, что мы сначала учились русский язык, Туве. Вот приехал и остался в Туве. вот, получается. А как выбор пал на колледж искусств? Какое отделение? В вокальном отделении. Я просто из детства мечтал петь. Поэтому... Ну вот откуда это? Из фильмов, может быть, у вас родители артисты, может быть, вы чей-то фанат? Ну, родители не артисты, они чабаны. Я просто через телевизор, там, наши артисты, когда поют, вот, их смотрел, очень хотел петь и мечтал из детства. Да. А вот кто вам нравился больше всего из артистов? Туве тоже многие люди, наверное, знают его. Самандин Джахлон, он как раз тогда только начал петь. Там. Вот, его песни мне очень нравятся. И в основном его репертуаре я пою. А можете вот исполнить немножко вот из его репертуара? Ну, конечно, да. Песня называется «Эйчин частница». Из репертуара Самандин Джахлон.
оғады соқыды мен, ұрым серге сен. Оғудын ұттығымен, амты тақынса. Олдан түмнемен, ондан бодысын. Орчудонды қанцыған, ечемін чансынца. Ечемін намты тақынца. Спасибо большое. Сложно ли было изучать вообще здесь, в России, во-первых, русский язык, потом еще как-то, скажем, и тувинский изучать? Не путались вот в 3 языках? Да, сначала, конечно, очень было сложно, но когда человек сам много с людьми общается, чем больше общаться, тем лучше, тем быстрее учиться. Сколько времени прошло вот от начала вашей учебы и до встречи вашей будущей супруги? Что выделялось в ней, почему выбрали именно ее? Наверняка были другие красивые девушки. Вот изюминка какая-то. Как мы поближе познакомились, да, скажи, через песню. Да, через песню, да. Если честно сказать, да. Через песню у нас был конкурс, музыкальный ринг называется. Тувинцы Тогда поют. был тувинский... Да, вот наши студенты, да, вот тувинцы поют монгольскую песню, Тувинские а поют вот монгольский, монголы поют монголы. тувинскую песню, вот. Вот такой конкурс был. Вот тогда вот мы начали поближе познакомиться. Он мне подошел и спрашивает: Елена, вот научи мне, пожалуйста, тувинскую песню, я хочу участвовать в конкурсе. Конечно, я сказала да. И я тоже спрашиваю: давай ты тоже мне научи монгольскую песню. Ну, вот так вот познакомились. Что это была за песня? Я вот долго думала, да. Тувинские песни. Ну, тувинскую песню называется «Пайыр Тудай. Да, Тоже это. да, все хорошо народная знают песня, наши старшие тоже. Монгольская песня была тогда про любовь. Чимищу, да? Ну, такая песня была. Ну, вот конкурс был, она получила гран-при, а я лауреат 1 степень, по-моему. Да, я получила гран-при. Мне так понравилось. Эта песня «Чимищуде», это песня про любовь. Вот. Я тоже очень старалась. И песня, то есть мелодия мне самое главное. Я же так-то слова не знаю. То есть, я знаю песни про любовь, но мелодия мне очень понравилась. Поэтому я сразу выучила и получила гран-при. А вот что самое главное, вот, например, в вокалистах, когда ты поешь песню на другом языке, это все-таки нужно передать чувства или эмоции, да. или все-таки правильное какое-то произношение вот того языка, не родного, скажем так? Самое главное, вот эмоции, наверное, надо выражать, надо вот показать, то есть... А как выразить эмоции, если, например, ты не знаешь языка? Вот как вы это делаете? Ну, надо текст, надо хорошо учить, самое главное, чтобы наизусть выучил. Когда текст не знаешь, вот, не уверен на сцене, и вот, самое главное, текст надо учить. Самое главное, текст потом надо все получится. хорошенько учить, и потом можно... И вот конкурс проходит, и когда вы все-таки поняли, что это ваш будущий супруг, а она ваша будущая жена? Ну, после конкурса по вечерам мы начали учить тоже песни, да, вместе слушали монгольские песни, тувинские песни. Мне так понравилось монгольские песни. Вот так вот мы начали встречаться через песню, через музыку. Вот. Как вы считаете, важно ли, чтобы муж и жена занимались одним делом, чтобы у них был, скажем так, один язык любви?
У нас так-то вот мы же оба артисты, Но так оба артиста, вот но нам легко. да. А бывают такие вот споры дома, Ну, ссоры, конечно, именно вот в части работы в бывают? части работы бывает, да. Например, мы оба пели, да, вот, ну, песню, да, на тувинском или на русском. Бывает, что мы забывали слова, либо он, либо я. Потом после концерта бывает немножко такие ссоры. Почему ты забыла? Расскажите, пожалуйста, о ваших семьях, ваших родителях, кто они, чем они занимаются, много ли у вас братьев, сестер родных? У нас 5 родителей чабаны. Старший брат тоже чабан, сестра Сестра. тоже чабан. Ну, я один вот культурный артист. Младшая сестренка. Да, младшая сестренка, она учится Младшая в сестренка Ламбаторе, учится. да. Нет, она уже закончила. Закончила? Она Медсестра? медсестра. Да, То есть вот медсестра. все такие разные. Да. А из какой части Монголии вы? Вот как называется район? Скажем, Район. да? Усаймак. Усаймак. Улангом. Это ближе Хандгати. Объюрский кожу, да. Ваша семья? Я выросла в селе Чарабажи, Дзун, Химчикский район. Я там школу закончила. Родители не стали, когда я была маленькой. У меня есть сестра, старшая сестра есть. Кто-то с творчеством из вашей семьи связан? Нет. Как вы пришли? Да. Когда я училась в школе, я постоянно участвовала в конкурсах. То есть я была на 3 классе, и активистка была, да, и педагог по вокалу Марина Чемдоловна, она меня слушала, как я пою. Она меня заметила, и она начала продвигать. То есть я участвовала в конкурсах «Жаворонок». Вот. Я в детстве очень любила петь и танцевать. Что в дальнейшем у вас перешло вообще в профессию, да? Да, да. Сколько вы сейчас в профессии? Так-то мы работаем в филармонии 7-й год. Если считать с 18-го года, колледжа, Уже 14. уже 14 год. Ну, вы в тандеме не только в семье, да? Вы в тандеме, вас многие знают, наши земляки, как и на сцене вы вместе поете. Что-нибудь раздельно делаете? Выступаете раздельно? Да, выступаем. Ну, по вечерам выступаем вот на праздниках, свадьбы, юбилеи. Нас часто приглашают, что мы выступили на их мероприятии. Вот. А вот вы, наверное, сейчас в декретном отпуске, да? Когда-нибудь вообще думали, что у вас будет большая многодетная семья? На это было рассчитано? Нет. Нет. Мы даже об этом не думали. Одно дело быть родителями одного ребенка, да? Вот вы сказали, что вот ваша бабушка вырастила старшую дочку, а другое дело это 3 детей, да? И тем более вы артисты, что выходных, скажем так, у вас не бывает, потому что праздник это для вас работа, да? Правильно я говорю? Мы наоборот по выходным работаем, да. Что для вас значит семья? Вот хотелось бы по отдельности послушать. Семья это очень большая ответственность. Ну, семья это самое главное, вот верность, да, друг друга. Семья это наши дети, все наши родственники. Вот среди ваших детей вы как-то замечаете, есть уже какие-то проявления творчества, может быть, кто-то уже поет или наоборот танцует? Старшая дочка. Старшая дочка, она так-то поет, у нее поет, очень хороший слух. Я там тоже ее проверяла, она очень хорошо поет, но она что-то не хочет петь, она стесняется. Да. Она с руками, она что-то делает. Больше руками? Да, больше руками она делает что-то. Средний сын? Средний сын, пока он еще маленький. Да, ему 4 года. Так, ему 4 года. Он так-то тоже поет наши песни. Он поет.
Ну, Темучи. маленький у нас пока еще Ну, маленький. Да, он он еще маленький. пока еще маленький. А есть вот какие-то вот схожие в наших национальностях, да, именно в плане ценности семьи? Вот я хотела бы у вас уточнить. Какие-то схожие традиции, вот то, что вы взяли у своих родителей и передаете своим детям. Замечали ли вы, что вот в семье, например, Елены, среди родственников, может быть, вот такие же традиции, как у вас? У нас в основном все похоже. Например, шага, еще это куда, свадьба, тоже такой. И на дом, той, хлопок той, это Ну, детский праздник, праздник. в основном они. Это все традиции, у нас все одинаковое получается. Какие Вот. качества вы хотели бы, чтобы ваши дети взяли из воспитания у вас, скажем так, может быть, у дедушек, бабушек? Чем бы они обладали в будущем? Я хотел, что мои дети все Знали все, знали все все языки, традиции. там русский, туинский, монгольский. Монгольский. Я хочу, чтобы мой сын всегда уважал старших, да, вот. И он знал свои обязанности. Но это что касается сыновей, да? А девочка, Да. дочка? Я хочу, чтобы моя старшая дочка была женственная, вот, умела делать женской работы, вот. Как наши телезрители успели заметить, у нас на столе очень такие интересные блюда, и мое внимание обращено вот особенно на вот эти пиалы, чаши. Расскажите, пожалуйста, немного об истории, что это за пиалы, откуда они и о блюдах. Вот это мунгунаяк называется. У нас Серебряная пиала. в прошлом году у нас первый сольный концерт был. Был первый сольный когда концерт, и вот нам мои подарили родители подарили. Серебряный пиал. Да. Они настоящее серебро, Да, да? да. Да, настоящий. да. Это, я так понимаю, национальное блюдо или что это? Это цуйван. Да, национальный Да, наш. знали. тоже. Монгольское блюдо цуйван. Вот. Мой муж. Любит. Ну, в основном он готовит. Я люблю готовить. Да, Да, ну, это он готовит. как хобби. Помимо пения. Да. Помимо пения, да, у него хобби, он любит готовить бузу, цуйван, вот. Хорхок еще там. И вот хорхох, С камнями. это с камнями. Да. Это, я так помню, что это мясо, приготовленное в какой-то бочке, скажем Бочка, так, да, с да, горящими да, камнями, с да? камнями, Да, да. Мгм. Так, И попробовали хотя бы этот хорхок. пробовала. А, Ну, я не знаю, в настоящих монгольских традициях это было приготовлено, но очень вкусно. Очень вкусно, Очень да, вкусно, да. да, я согласна. Вот это вот что за блюдо? А, Это кисломолочное да, какое-то, это да? да, кисломолочное. молоко делается. Курут, Курут аш, А. по-монгольски арул. Тоже это моя мама да, готовила. свекровь. Приготовила, отправила. Да. Она приготовила и отправила. А совмещается ли ваше пение и готовка? В мире же в основном шеф-повара это мужчины. Да. Какое ваше самое любимое блюдо, которое готовит ваш супруг? Буза. Когда мы учились в Лонде, он работал там поваром, шеф-поваром в ресторане Чингисхан. Вот. Так, как туда занесло? Тоже интересный Так, отрезок. я тогда училась, он тогда, ну, после колледжа я поступила в Улан-Удэ, он поступил в консерваторию в Улан-Батор. Вот. Потом мы вдруг узнали, что я беременна. Вот. Я родила вот дочку, старшую дочку в Улан-Удэ. И ну, у меня няньки нету. Он бросил учебу и приехал нянчиться. Вот. Я училась, а он нянчился. И параллельно работал. И параллельно, ну, потом мы отправили дочку к бабушке, и он начал работать в Ланде, вот, поваром. Вот. Он супы готовил, он, бузы, ну, цуйван, да. И потом после вуза, да, закончили
когда? В 18 году 18 закончили. год, И сразу же приехали в КСЛ. Вот. Мы начали работать в Тувинской государственной филармонии. Вот. Мы там тоже продавали бузы. По вечерам делали бузы и продавали. Вот так вот. Бузы, наверное, настоящие бурятские. Ну да, вот Да, монгольские. бурятская и да, монгольская. Там лепится по-разному. Ну, там, я знаю, у бурятских сколько? 33 защипа, по-моему, Да, должно. да, 33. А у монгольских сколько? Ну, неважно. монгольские там разные там. Там есть форма, разные. Да, очень да, форма разная. Да, форма разная. Так вот. Продавали бузы. Вот. А скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас уже настоящая большая полноценная семья. Ну, одно дело работа, да, работа, она и есть работа, она никуда не денется. Все-таки как вы отдыхаете с семьей? Чем занимаетесь в ваше свободное время именно вот с семьей? Куда-то уезжаете, может быть, активный образ жизни или, может быть, наоборот, пассивный, дома больше проводите время? По выходным, да, когда у нас будет свободное время, мы в основном любим отдыхать на природе. Любим готовить. Да, Ну, как и все мы, в принципе, да, да? как мы все, да. Мы всей семьей любим отдыхать на природе, вот, и готовим. Куда-то на выезжать природе. в другие города, знакомить с новой культурой детей. Вот бывает такое у вас? Монголия только. Ну, в основном в Уламбаторе были, но в будущем тоже планируется. Будут концерты. Вот вы сказали, что в прошлом году у вас был первый сольный концерт. Вот, скажем так, изюминка, вишенка на торте вашего концерта. Вот что вы исполняли, ваше самое любимое произведение, которое вы любите исполнять вместе? Можно вот попросить сейчас, чтобы вы нашим телезрителям исполнили? У нас сольный концерт 24 же, да, марта? Нет, 24 марта в 23 году был. В Тувинской государственной филармонии был наш первый сольный концерт, академический концерт, классический концерт. Вот, мы там исполняли тувинские, то есть тувинские песни, русские и зарубежные. Монгольские песни, вот. Ведь Хойрмин, мы для вас поем монгольскую песню. Так. Песня про маму. посвящается родителям. Да, про маму, про папу. Мне эта песня мне очень нравится. Очень красиво, спасибо большое. Что бы вы пожелали тем молодым семьям, тем молодым людям, которые только начинают жить вместе, да, только создают семьи? Вот какие ваши пожелания будут? Мы желаем тем семьям самого главного здоровья, счастья, благополучия. Самое главное, друг друга уважали. Вот. И трудились. Не был самый главный ленивый. Спасибо. Надо работать, когда молодые. Спасибо большое, что вы пригласили не только нашу съемочную группу, но и всех наших телезрителей к себе домой. Спасибо. И вам спасибо. И вам спасибо большое. Это была программа «Семейный портрет». До скорых встреч в эфире.